Государство ожидает от наших ученых реальных шагов в развитии научной сферы, научных открытий во внедрении инновационных технологий и реализации новых идей. Академиянын имаратын капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүү бул илим чөйрөсүнө түзүлө турган шарттардын башаты деп кабыл алсаңыздар болот. Улуттук илимдер академиясынын кызматкерлеринин айлык акысын 1 январдан тарта 100%-га көтөрдүк. Илимдер академиясы сөз жүзүндө эмес, иш жүзүндө мамлекетибиздин интеллектуалдык флагманы болуш керек. Для этого государство создало все необходимые условия для комфортной и результативной работы научных сотрудников. Первым делом здание Национальной академии наук прошло капитальный ремонт, и это впервые за 60 лет. Реконструкция началась после внепланового посещения академии президентом Садыром Джапаровым прошлой весной. 60 лет в Академии наук не было ремонта. 60. Практически у нас тут канализация, водоснабжение и так далее. Все прогнило. И Академия, в общем, была чудом жива. Но сейчас, слава богу, у нас все это отремонтировали. У нас свободные большие светлые холлы, помещения. Глава государства поручил провести здесь реформы для создания условий по совершению научных открытий, которые принесут пользу государству и обществу. На капитальный ремонт правительство выделило 499 миллионов сомов. Теперь в отремонтированном кабинете комфортно работает с академику Абдулдаджану Ахматалиеву. Здесь у него все новое – и мебель, и техника. Раньше здесь было очень некрасиво, темно, холодно. Сейчас, как вы видите сами, светло и уютно. Нам установили даже кондиционеры. Все наши проблемы постепенно решаются. Для развития нашей национальной науки с января этого года руководство страны повысило заработную плату ученых на 70-100%. Соответствующий указ подписал президент Садыр Джапаров. Увеличенные зарплаты научные сотрудники получат уже в конце этого месяца. Честно говоря, наш народ, академический народ, радуется, потому что, хоть маленькое, 100% повышение, но это знак того, что руководство страны стало обращать внимание на Академию наук. У нашей страны есть и другие более животрепещущие проблемы, на которые нужно сейчас обращать внимание. Настанет время, когда на Академию наук, на науку в целом начнут тоже обращать внимание. Заработная плата повышается от 75% до 100%. А именно у научных сотрудников повышается заработная плата до 100%, а вспомогательного персонала до 80%. Если взять конкретную должность, допустим, старший научный сотрудник, средняя заработная плата старшего научного сотрудника составляла около 15 и 17 тысяч сомов до повышения. После повышения данный работник получит заработную плату от 26 до 32 тысяч сомов в месяц. Также данным постановлением установлена 13-я зарплата, также материальная помощь при выходе в отпуск. Наряду с этим государство увеличило финансирование научных проектов. Собственно, это дает возможность ученых реализовать свои новые идеи и стратегически важные проекты. 1,5 года тому назад нам профинансировали 6 проектов. 6 проектов, мы еще подали 12. А в запасе у нас еще 44 проекта. То есть, вы знаете, если все пойдет хорошо и нам начнут вот эти проекты, по важности, конечно, там есть проекты, которые очень важны, которые требуют очень больших денег. И у нас там уже получается практически больше 50 готовых проектов. Мы готовы эти проекты по частям представлять правительству.
На сегодня в Академии наук трудятся 1619 сотрудников. Глава государства уверен, что такая поддержка станет стимулом для реальных научных достижений, чтобы Национальная академия наук стала интеллектуальным флагманом страны не на словах, а на деле. Түзүмдүк реформалар аркылуу ийгиликтүү иш жүргүзүлүш үчүн илимде реалдуу натыйжаларды жаратууну. Теперь мы ожидаем от вас реальных шагов по выводу научной сферы на новый уровень, создание конкурентоспособных научных открытий, внедрение инновационных технологий и реализация новых идей. Государство сделало шаг навстречу науке. Теперь ваш черед. Күтөбүз. Обновленные условия работы, увеличение финансирования, такая поддержка со стороны государства дает новый импульс развитию нашей науки. Ученые уверены, в ближайшем будущем мы можем ожидать новых открытий и достижений в этой сфере. Ахмер Нурдинова, Меринбек Чусупекулы, ЛТР Бишкек.